Доброго времени суток, уважаемые зрители! Меня зовут Коновалов Анатолий из отдела Smart Лаборатории, и сегодня хочу вам поведать первую часть о мерах защиты от интернет-мошенников. Для начала стоит отметить, что рост случаев обмана в интернете быстро увеличивается, а также, что эти люди очень хорошо разбираются в психологии человека. Они без особого труда могут убедить жертву о чем угодно и манипулировать им для достижения своих коварных целей. В данном выпуске мы рассмотрим обман через сайты по размещению объявлений. Допустим, некая жертва, назовем его покупателем, хочет купить дорогой смартфон по срочной цене, но в том месте, где он живет, таких предложений нет, и он решается посмотреть их в другом регионе для заказа по почте. И через определенное время покупатель находит свое заветное объявление и начинает переписываться с продавцом. Продавец, в свою очередь, ведет вежливую беседу, идет на все возможные уступки, объясняет правдоподобную причину срочной продажи, даже с фото или видео, и затем они договариваются о самой покупке. Первое, что покупатель у него попросит, это отправка наложенным платежом. Продавец, в свою очередь, вежливо откажет и попытается убедить его сперва отправить деньги. Убеждая, он скажет, что полностью доверяет покупателю и отправит посылку первым и сфотографирует квитанцию об отправке вместе с чеком. Покупатель, полностью ему доверившись, отправляет предоплату за уже якобы отправленный товар, и продавец тут же перестает выходить на связь. И в итоге покупатель остается обманутым, а продавец радуется легким деньгам. В этой истории большая ошибка покупателя заключается в том, что он поверил его поддельным документам отправки посылки. Казалось бы, там стоит подпись и печать, который не спутать с оригиналом. Плюс рядом стоит фискальный чек об оплате услуги. И что еще могу сказать? Дело в том, что это одна из популярных схем мошенничества, и работает это вот так. Знакомьтесь, это наш злоумышленник, организатор небольшой преступной группы. Первым делом, что он сделает, это по своим связям или иным способом приобретет дополнительный телефон, оформленный на чужое имя, скорее всего украденный или потерянный. Затем, таким же образом, он приобретет чужую сим-карту и банковскую карту, на которой будут производиться все незаконные платежные операции. Далее он найдет цветной принтер и компьютер с графическим редактором и начнет подготовку к печати поддельных документов. Затем он по различным каналам связи начинает набирать новых сотрудников, которые будут делать за него почти всю грязную работу. Рекруты пройдут небольшое обучение по схемам обмана, затем настроят свои устройства, чтобы их сложнее было идентифицировать, и только тогда наш главный злоумышленник отдает им реквизиты для перевода денежных средств на карту, которые он ранее приобрел для получения выгоды, и отправляет их работать. С каждой успешной сделкой злоумышленник отдает своим рекрутам долю прибыли. На просторах сайта с объявлениями могут обмануть не только путем предоставления квитанции и чека об отправке, но и наложенным платежом тоже. Дело в том, что если вы договариваетесь об отправке данным способом, не факт, что в посылке будет именно та вещь, которую вы ожидаете получить, поскольку вскрыть посылку до получения почтовая служба вам не позволит, за исключением, если в посылке обнаружены грубые следы деформации или иные повреждения, либо если вес посылки до отправки отличается от веса в момент получения, то в таких случаях у вас есть право скрыть посылку. Если вы получили посылку и поставили подпись, что претензий не имеете, а вскрыв его, вы обнаруживаете, что вместо ожидаемой вещи там куча песка, либо товар оказался подделкой и тому подобное, то в таких случаях нужно звонить в правоохранительные органы, поскольку почтовая служба отвечает только за отправку посылки, и со своей стороны они полностью выполнили свою работу. Для защиты от обмана с наложенным платежом некоторые крупные сайты придумали сервис «Безопасная доставка». Она работает по принципу оплаты наложенным платежом, но покупатель перед получением и оплатой товара может скрыть посылку и проверить ее на работоспособность. Мошенники, к сожалению, и здесь нашли способ обмана. Если объяснить вкратце, то получается, продавец выкладывает свой товар на продажу с очень привлекательной ценой и ждет своего покупателя. Когда через некоторое время покупатель все же находится, продавец старается перевести их диалог сайта в различные мессенджеры. Делается это потому, что сайты по размещению объявлений пытаются защитить своих пользователей, и в автоматическом режиме проверяется каждое объявление. Если оно будет подозрительным, то его удаляют, и злоумышленник теряет своего покупателя. Далее, на всякий случай переводя диалог с покупателем в мессенджер, они оба соглашаются отправить товар безопасной доставкой.
Через некоторое время покупатель сообщает, что кнопка безопасной доставки отсутствует, и продавец уверяет, что она есть, и выкладывает заранее сделанную фотографию своего объявления с этой кнопкой. Затем продавец сообщает, что это ошибка системы, и чтобы она заработала, нужно загрузить специальную программу. На это стоит обратить внимание. Покупатель загружает и устанавливает эту программу, и кнопка теперь у него работает. Нажимая на нее, появляется процедура оплаты. После успешного платежа продавец исчезает. Дело в том, что программа, которую установил пользователь, оказалась лишь имитацией настоящей кнопки безопасной сделки, которая полностью имитирует сайт с настоящим механизмом оплаты. Только деньги отправляются не в саму систему, а напрямую в карман злоумышленника. Сейчас мы разобрали 3 способа обмана в объявлениях. И чтобы защититься от мошенников, всегда придерживайтесь следующих правил. Первое правило. Если продавец настойчиво пытается перевести диалог в мессенджер, то общайтесь с ним более осторожно, а лучше всего прекратите с ним разговор. Скорее всего, это мошенник. Второе правило. Если вы договорились о безопасной доставке, а данной кнопки у него нет, это уже первый сигнал об опасности. А если продавец еще и просит установить программу, то немедленно прекращайте с ним разговор. Это 100% мошенник. Третье правило. Крайне не советуем принимать товары наложенным платежом от незнакомого продавца. Есть вероятность обмана. Для таких случаев придумали безопасную доставку. Четвертое правило. Если интересующийся товар стоит слишком дешево, уже повод задуматься, покупать его или нет. Такие товары с низким ценником лучше покупать у себя в городе при личной встрече. Пятое правило. Если продавец заявляет, что сперва отправит товар первым и отправит фотографии, подтверждающие отправку посылки с чеком или без, прекращайте с ним разговор. Скорее всего, это мошенник. Несмотря на то, что вы сейчас знаете эти правила и чувствуете себя более защищенными, самое главное – это бдительность и внимательность. Как я ранее говорил, опытные мошенники очень хорошо разбираются в психологии и могут найти подход к каждому покупателю. Ведь не редкость, когда читаешь новости об очередных жертвах мошенничества, они объясняют, что были в курсе, что могут обмануть, но все равно остаются обманутыми, потому что они доверились продавцу. Более того, хочу привести пример из своей жизни. Когда я пару лет назад продавал свой разбитый телефон по дешевой цене через сайт, мне написал один молодой человек из другого города с желанием приобрести мой товар. Я ему прямо написал, что отправлю только с предоплатой и наложенным платежам отправлять не хочу, так как деньги нужны срочно, плюс там берется комиссия за саму услугу. Покупатель, долго не думая, попросил, куда отправлять деньги, и понадеялся, что я его не обману. Получив деньги в полном объеме, я отправил ему телефон. Через некоторое время он его получил и отправил фото, что товар приехал без проблем. В заключение хочу сказать, что на таких людях и зарабатывают мошенники. И тенденция, к сожалению, только увеличивается. На этом моменте я с вами прощаюсь. Всего хорошего и безопасных вам сделок.